Всем привет, с вами Сибдейтом. Я хочу поблагодарить всех подписчиков, которые подписываются на мой канал, неофициально Хакаси, на данный момент этот канал называется. Я теперь хочу немного рассказать об идеологии канала. Откровенно говоря, я раньше как-то уделял несерьезное внимание, скажем так, вот к идее данного именно канала. Мысли были такие, как-то поделиться или делиться информацией о культуре Хакасии. Как бы моя личная точка зрения на эти явления. У меня есть определенный круг общения с хакасской культурой, большей частью, конечно же. И у меня была задача попробовать рассказать какие-то вещи, о каких-то явлениях, которые касались бы культуры Хакасии в целом. В данном случае я сейчас акцентирую свое личное внимание на языковую культуру, как в Хакасии, так и самого себя. Дело в том, что я лично начал изучать теперь языки, и большей частью материалы теперь наверняка будут касаться именно этой темы, как можно изучать языки, какие языки, как это удается рано, если человек начинает изучать, или поздно, вот как в моем случае. Я считаю, что я, конечно, поздно начал изучать языки, но тем не менее начал это делать. Я решил делиться своим собственным опытом, как это происходит на самом деле. Ну, ситуация следующая на данный момент времени. Я знаю два языка, владею им относительно свободно. Конечно, каждый язык, он не познаваем. Понятно, что есть куда всегда развиваться. Я не скажу, что у меня русский язык очень хорош. Ну, кое-что могу говорить и выражать свои мысли и идеи на русском языке. Как бы я это немного умею. На хакасском языке также я пишу тексты, допустим, стихотворные тексты, ну и любые практически работы, в том числе и могу писать даже научные тексты. На хакасском языке я имею в виду. Вот. И теперь к двум языкам, которые я хорошо знаю, это русский и хакасский языки, я к ним хочу прибавить теперь еще три языка. В данном случае английский, китайский и турецкий. Я решил начать изучать три языка сразу. Зачем я это делаю и к чему? На самом деле, мне действительно хочется посмотреть на реальный опыт овладения чужим языком. Ситуация примерно такая. Вот многие мои сородичи, они как бы не то что жалуются, но говорят следующее примерно, когда у них спросишь, а что вот язык не выучишь свой собственный родной, да, или язык своих предков. Ну, ситуации подходящие нет, многие объясняют. Короче, причин много, их можно тут озвучивать бесконечное количество. И я решил проверить на себе. Я-то лично, откровенно говоря, не прилагал усилий для изучения языка. Все, что нам давали в школе, например, ну, многие из нас проходили английский язык, да, кто-то немецкий, кто-то еще какой-то. Но мы все равно, я лично все равно не прилагал тех усилий, которые нужно было бы приложить для свободного общения на английском языке. Я до сих пор не умею свободно говорить на английском языке, так же, как на русском, предположим, да, а хотелось бы. И как этого достичь? И вот тут, конечно, нужно прилагать определенную энергию, нужно захотеть. Нужно захотеть, конечно, это мотивация, должна появиться какая-то идея, да, вот зачем я должен изучать языки. Иначе говоря, начать нужно что-то делать, приложить усилия. И вот я решил начать изучать языки, три языка сразу, думаю, как это все получится у меня или не получится. Ну, думаю, что должно получиться. Было бы здоровье, что называется. И каким образом можно изучать три языка? В данном случае, почему я взял английский, китайский и турецкий? Дело в том, что английский язык мы все изучали в школе. Понятно, он более доступен, информации много на английском языке, и материалов очень много, и их огромное достаточное количество для самостоятельного изучения, причем даже бесплатного. Да? Конечно, платное изучение оно более эффективно,
Ну, я пока думаю, что пройду первоначальный бесплатный уровень. То же самое с китайским языком. Материала достаточно. И с турецким языком. Почему китайский язык? Я думаю, что не нужно объяснять, почему китайский язык. Дело в том, что это язык будущей экономики мира. Китайский язык – это будущая экономика. Это другая экономика, которая была у нас до сих пор, да. Это цифровая экономика. Ну, если коротко говорить о китайской культуре или о китайском языке, зачем нужно изучать китайский язык? Это будущая экономика, цифровая. Зачем я турецкий изучаю? Дело в том, что хакасский язык входит в группу тюркских языков, и с помощью хакасского языка очень быстро можно изучать другие тюркские языки. Это так же, как, допустим, с помощью русского языка очень быстро можно выучить другие славянские языки. Белорусский, украинский, допустим, польский, ну и любой другой язык, входящий в славянскую группу языков. Как бы проблем нет. Ну, допустим, вот в польском языке есть слово «позор». Да. Оказалось, вот это слово, значение этого слова совсем другое, чем в русском языке. Позор – это одно значение, в польском языке это оказывается внимание. Если мне память сейчас не изменяет, да, внимание, позор, то есть внимание. Ну или, допустим, такое слово, там, катастрофа. В польском языке катастрофа означает авария. Ну вот есть такие детали, ну понятно же, катастрофа, позор, допустим, зор, да, взор, корень один. Также и с хакасским языком. Тюркские языки очень близки они к хакасскому языку, и поэтому изучить другой тюркский язык можно очень быстро. И, конечно, к турецкому языку я буду прилагать меньше усилий, чем к изучению китайского языка. Чисто даже по времени, потому что турецкий язык, он понятен. Мне хакасу, знающему хакасский язык, там его изучать несложно. Просто нужно запомнить новые слова, которых нет аналогичных, похожих слов в хакасском языке, допустим, да. Просто их нужно запоминать. А аффиксальная система или система аффиксов, логика, она похожа. С китайским языком совсем другое. Там нужно, в общем, все заново учить. И вот это как раз и интересно, вот, начиная поздно, допустим, да, ну, кому за 50, предположим, да, мне за 50, как интересно воспримет мозг это новое явление в моей ситуации, новые языки. Китайский язык совершенно новый, с ним я никогда не сталкивался, никак вообще, и думаю попробовать. Ну, вот такая вот идея. Если вам будет интересна языковая культура, если вам интересно наблюдать, каким образом можно познавать языки даже в относительно поздний срок жизни, допустим, да, кому за 50, я уж не говорю, кому за 40, кому за 30, кому за 20 или кому даже 10 нет, да, в любом возрасте можно начать изучать языки, сразу несколько причем это можно делать эффективно. Ну вот моя задача, кому за 50, можно начать изучать языки, причем несколько языков сразу. Но в данном случае я пока взял 3 на старте. Общая ситуация какая? Я нашел методику, методика Пимслера называется. Я ссылки дам под видео. Мне эта методика приемлема. В каком смысле? Сейчас немного расскажу о том, почему я взял именно Пимслера. Дело в том, что я хожу пешком много, и мне нужно слушать. Не смотреть видео, допустим, да, а слушать. А у Пимслера есть уроки аудио, уроки по 30 минут. У него там 3 уровня. Вот, в каждом уровне по 30 уроков. И вот я прослушал уже первый уровень, первые 30 уроков за 1 месяц, каждый день по полчаса. Какие-то уроки по 2 часа я повторяю, какие-то вот, в общем, по 2 часа, по 2 раза, не по 2 часа, по 2 раза как минимум я прослушиваю каждый урок. Но понятно, что с первого раза запомнить фразы, какие-то новые слова, и тем более их заучивать, в общем, все равно требуется какое-то время, чтобы мозг это запоминал. И методика Пимслера, она удобна тем, что каждые слова, каждая фраза, они повторяются через определенные уроки. То есть мозг как бы не застаивается
ну, запоминает прежние фразы и каждый раз их транслирует уже в применении с другой ситуацией. И вот что интересно, Пимслер создал методику изучения многих языков, и эти методики, они повторяются. Ну, допустим, я слушаю сразу методику изучения турецкого языка через английский язык. Я сейчас скажу, почему через английский язык. И также через английский язык учу китайский язык. А вот английский язык, сам английский язык учу с помощью русского языка, понятно, да? И тут что интересно, когда вот человек прослушивает на русском языке логику английских фраз, логику английского языка, то эта же структура уроков, она похожим образом применена и к изучению турецкого. Ну, допустим, там есть ситуации, приветствия, там извинения, в общем, ну, общие ситуации, они похожи. И когда человек изучает второй, третий язык, ситуация схожая и быстрее запоминается. И, конечно же, вот чтобы мне дальше углублять свой английский, я уже с помощью английского языка, просто слушая фразы, а уже китайский и турецкий язык, это новый язык, они изучаются уже с помощью английского языка. Вот таким образом я стараюсь применить возможности вот этой методики. Потом я буду подробно объяснять, как я могу учить или на каком я этапе уже буду проговаривать конкретные фразы, конкретные уроки, конкретную методику. То есть я буду показывать конкретный материал. Пока же это видео, оно такое общее, как бы говорящее о том, что я меняю логику канала вот на изучение языка, языковой культуры. Вот об этом я хотел сказать. Немного сумбурно получилось, но тем не менее, думаю, что этот канал я сейчас буду приводить в какой-то порядок, логический порядок, и буду упорядочивать плейлисты, и все внимание у меня теперь будет направлено на изучение языков мира. Ну, в данном случае пока это английский, китайский и турецкий языки. Спасибо за внимание, кто дослушал до конца, и я благодарен тем подписчикам, которые комментируют какие-то видео мне, да. Ну, с вами был Сибдейтон. До следующего видео.